Расследование уже начали. Прокуратура в Германии, прокуратура в Испании, прокуратура в Голландии ожидают, что до конца этого месяца тоже начнет. Литовская прокуратура тоже. Поэтому этот процесс необратим. Отдельно от Международного уголовного суда каждый из этих стран имеет право и обязанность реально расследовать преступления. По политической цепочке они доходят до первого лица, который является главнокомандующим. То есть без обвинения к Путину ни один из этих процессов не закончит. Остается вопрос только, насколько исполним будет приговор, потому что Россия никогда не сдаст Путина в нынешнем своем режиме, а с другой стороны, Конституция не позволяет передать россиян другим странам, даже если будет новая власть. Но здесь это не самое важное. Если этот человек, который во главе России, будет приговорен к пожизненному тюремному заключению Международным уголовным судом, даже in absentia, то есть своего отсутствия, это конец России в такой форме, в которой мы ее знаем. И, конечно, это доведет до изменения внутри России, потому что, вряд ли даже среднестатистические россияне, которые смотрят канал 1, Первый канал, он не задумается. Если весь мир обвинил нашего руководителя в том, что он преступник и обвиняется в преступлении против человечества, вряд ли это только западная пропаганда.